был в пакете. Я уже вот пакет убрал. Второе сиденье. Ну и еще получается у нас вот такие еще утяжечки с этой стороны. Раз. До вас. Вот, соответственно, сама лодочка, ребят, выглядит вот таким макаром. Сейчас мы распрямляем ее. Вот тут немного песка видно, потому что тут раз уже накачивали. Она еще вот сыровата. Ну вот в целом, ребят, распаковались. Вот здесь немножко грязи, потому что тогда погода плохая была, дождь был. Ну еще вот здесь ремкомплект остался. Ну здесь понятно, клей, заплаточки. Так, ну сумку потом мы смотаем, а сейчас начнем накачивать. Так, достаем наш насос. Кстати, ребят, все писали, вот, Андрюха, приобрети сразу электронный насос. Я бы не сказал, что я долго качал, все очень быстро. Так, у нас получается 4 клапана, это 3 на баллонах и 1 на полу. Открываем клапан, ставим, ну и погнали. Минут, ну 15. Баркас готов. Вот, прошу любить и жаловать. Моя новая лодка НД, флагман 380, ребята. 5 человек, как по паспорту. Численность человек и грузоподъемность 750 килограмм. Вот он, ребята, в таком цвете. Вот он, красавец. А вот этот дурачок. Вот так, ребята. В целом я доволен. Да, единственное, цвет, конечно, не мой. Я не хотел такой цвет. Конечно, хотел
камуфляж, потому что я вообще так поклонник камуфляжа, я просто тащусь от этих цветов, вот люблю футболки, костюмы, носки, трусы и так далее. Ну, сразу могу сказать, что камуфляж, ценник сразу вырастает на пятачок, я думаю, потому что каждый, наверное, человек, рыбак-охотник, если ему предложат синюю или камуфляжную, я думаю, он скажет не камуфляжную. Так, ребят, ну что, сейчас вытаскиваем на воду, ставим мотор и прокатимся. Сразу прикупил, ребят, шнур. 400 килограмм нагрузка, длина 20 метров, 6 миллиметров, 16-жильный. Сразу, наверное, привяжем, ребят, веревочку, обновим баркасик наш. Вот здесь как ручка, и вот можно под веревочку, то бишь не просто вот, а вот специально сделано. Не знаю, ну, наверное, 20 метров не будем вязать, навяжем метров 10, хотя можно в двойную сделать, если что, у нас глубин таких больших нету, 10 метров вполне будет достаточно, если, допустим, под якорь или что-то еще. Ладно, сейчас размотаю, завяжу. Мусор, ребят, не выкидываем, все с собой. Ну, наверное, последний узел. Ну вот, ребят, я вот так 20-очку пополам сделал и вот такими узлами замутил. Ну, потому что, не знаю, может, будут обрывы большие. Не знаю, так заморочился. Протянул. Так, через каждый там сантиметров 50 сделал узлы. И вот такая веревка получилась. Мало ли, обрывы будут большие. Или куда-то протянуть надо будет, зацепить. Или понадобится вообще веревка. Вот так, ребят, я сделал. А здесь просто вот так пропустил. Специально заморочился. Веревку под цвет взял, ребята. Ну все, что, давайте на воду ее. В одного сейчас протащим по траве здесь. Конечно, лодка здоровая. Сильно не потаскаешь ее. Ну вот, здесь, наверное, протащу, спущу. И нормально будет. Ну вот, по травушке-то нормально. Хоп-хоп, и готово. Сейчас моторчик. Что тут, сумку и прокатимся. Уже охота, ребята, не могу уже. Братцы мои, пробуем ставить моторчик. Вроде не одел, вроде не глубоко здесь. Правда, ветерок вот, ветерок у нас потащил. Опа. Так, по центру, ребят, смотрим. Примерно отлично.
Все, затягиваем. Ну что, ребят, все, мотор установил. Сразу чеку поставим. Готово. Все не мешает. Так, это у нас положение функционирует. Все работает. Малый. Ага. 3 положения. Все четко, ребята. Так, бензинушку. На покататься. Вот сюда. И отлично. Ну что, в принципе все, ребят, загрузился. Ну, мотор, говорят, обкатанный, но я думаю, давайте, как должно быть, 10 минут, пускай он потарахтит на холостых. Сейчас заведем сразу. Ну, не сотки буду заводить, потому что, чтобы долго не стоял, откручиваем кислород, подсос. Такие, наверное, краник у нас же еще, ребята. Ну, груз с берега заведем. Краник открыли. Что, пробуем, родные? С берега. Так, скорость стоит. Есть контакт. Подсос убираем. Ну что, работает вроде, родные. Водичка бежит. Все хорошо. Работает. Перекурим, пускай потарахтит. 5 минут. Пойдем немножко пройдемся. Удочки не брал. Чисто сегодня хочу проверить. Потому что провода не было, ребята. Выехал, вот так же все поставил. Дергал, оказывается, нет провода. Ну вот, сейчас вроде все хорошо. Что, отходим. Потарахтел немножко. Моем ноги. Вот коврик, конечно, нужен для таких моментов. По мелочи, чтобы сильно грязи у нас не было. Опа, что-то заглох у нас он. Заглох. Так, канистру пока сюда. Сейчас немножко надо приспособиться. Ну что, первое. Посмотрим, как на этом комплекте, ребят, будет себя вести. Ну, конечно, ребят, для такого мотора лодка это очень большая. Попробуем, давайте, мочкануть. Не вытягивает. Я просто один, лодку поднимает. Не знаю. Может, с вещами или с кем-то еще, может, пойдет. Но в одного не идет.
масса тела передвигает, а я кабанчик 90 килограмм, короче, сразу бежит. Можно сидушку еще попробовать подальше, но с вещами будет вот так, ништяк. Пятерка тоже побежит. Лодка скоростная, игла, она такая по себе есть, скоростная. Так что даже до такой лодки нормальный мотор. Ну ладно, прокатимся сейчас. Спиннинги не брал, чисто посмотреть, как мотор себя поведет вообще. Вот так, если для одного. О, уже получше. Уже в аккурат, ребята. Ха-ха-ха, побежала, бля. Сидушку подвинул, все, побежала, красавица. Отлично. Здесь у нас перекат, надо вот краем проходить. И вот уже малая река тут впадает. По течению еще намного реже, ну, резвее, отлично. Короче, ребят, пятак справляется, вообще огонь. Это еще я по полгаза иду, нормально. Короче, можно двигаться, ребят. Ну, вроде прогрелся, шепчет, отлично. Отлично, ребят, пойдет. Вот сидушку только подвинул. Конечно, места много теряю, но здесь если под вещи. Ну, я думаю, со вторым человеком или со шмурдяком вообще будет по красоте. Вообще, ничего так, отлично. Вода немного прибыла. Кочки затопило, вот если на налима сейчас на миногу, то кочки надо доставать. Ладно, что, покатаемся.
дозаправочка. Ну там не полный бак был. Обкатал. Ну как обкатал. Мотор пришел, получается, там был уже бензин немного. И тут раз мы заливали еще раз. Так, наверное, подсосик, наверное, сразу. Скорость. Подсос убираем. Покатался четко, раза 3-4 поднимался, спускался пару раз, ну недалеко тут возле дома. Рыбачки вон на берег вышли, кто-то мино копает, кто-то на удочку рыбачит. Ну сейчас дождь будет, вот вижу. Ладно, будем парковать лодку, не знаю, будем смотреть место там, где местные лодки оставляют, и просто будем оставлять, я думаю. Ну, потому что завтра, послезавтра, я думаю, будем выходить уже на воду и рыбалить. Посмотрим, как погода. Обещают дожди вроде, ну не знаю. За грибочками сгоняем, короче, покатаемся. По поводу НД, ребят, почему? Ну, все в целом, вот спокойно стою, без всяких там каких-то... Да, немножко прогибается, но стоять спокойно можно, и без всяких принуждений. Можно даже ходить. Так что все нормально, ребят. Ладно, что, будем ехать, парковаться и домой. Так что вот такой обзорчик, ребят, не знаю. В принципе, на первый взгляд доволен вообще. Прям доволен. Не знаю. Посмотрим, ребят, покатаемся. Ладно, полетели. Такая покатуха у меня, в целом доволен вообще. На глист выходит, немного наклонился и побежала лодочка. Короче так, подпривык немного, еще непонятно, конечно, что там час на воде. Надо подпривыкать, что да как она себя ведет. Соответственно, когда придет 9.9, там уже совсем другие моща и совсем другая маневренность и так далее. Ну все, ребят, оставил. Прицепил лодку, забрал бензин. Вот у нас там свадьба, слышно. Чехол вот так к рюкзаку примотал и топку домой. Благо здесь 300 метров, ребят. В деревне все хорошо. Ладно, ребят, что буду прощаться. Давайте, всем хорошего настроения. Ну и на связи. Пока.